Считается, что Северный Кавказ – это один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России, регион контакта многих этносов и культур. Еще более многонациональным регион стал после образования Южного федерального округа. Ныне территория округа занимает 3,5% территории России и составляет около 600 тысяч квадратных километров. Численность населения более 21 миллиона человек. В состав Южного федерального округа входят 8 республик, 2 края и 3 области. Здесь проживают представители более 100 народов, принадлежащих к различным языковым группам и исповедующих все мировые религии. Одной из самых многонациональных республик на Кавказе некогда считалась Чеченская республика. По переписи населения 1989 года на территории Чечено-Ингушской АССР проживали представители более 70 национальностей. Накануне начала военной кампании в Чечне проживали 734 тысячи чеченцев, 294 тысячи русских, более 163 тысяч ингушей и 13 тысяч украинцев. Многочисленными были диаспоры армян, евреев и греков. Грозный с населением почти 500 000 человек был третьим по численности после Ростова-на-Дону и Краснодара городом на Северном Кавказе. Но ситуация кардинально изменилась в начале 90-х годов, в период 2 военных кампаний в республике. Одним из тяжелых последствий вооруженного конфликта и предшествовавших ему процессов, связанных с политикой сепаратистов, явилось резкое нарушение исторически сложившейся национальной структуры населения республики, утрата его полнокровной полиэтничности. С окончанием войны республика фактически стала моноэтническим регионом. Точное число уничтоженного русскоязычного населения в Чечне в годы правления Дудаевского и Масхадовского режимов назвать сложно. Большинство наблюдателей сходится в том, что в Чеченской республике погибло 20 тысяч русских. Остальные, бросая дома и имущество, бежали в Россию, ближнее и дальнее зарубежье. По переписи 2002 года общая численность населения Чеченской республики составляет почти 1 104 000 человек. Из них только 40,6 тысяч человек русских и 31,4 тысячи человек представителей другой национальности. Они проживают в Шелковском, Наурском, Тунжинском и Грозненском районах. На 1 января 2008 года население Чеченской республики составляет 1 209 000 человек. И, конечно, подавляющее большинство из них чеченцы. Именно этот факт заставил местных властей обратить внимание на одну из главных на сегодняшний день в республике проблем. В руководстве республики созрела концепция специальной программы, концепция государственной национальной политики Чеченской республики. Она представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов деятельности органов государственной власти Чеченской республики в сфере национальных отношений. Концепция исходит из того, что Чеченская республика является неотъемлемой составной частью Российской Федерации. В ней учитываются историко-культурные особенности проблем возрождения и развития основных сфер жизнедеятельности многонационального народа Чеченской республики и современная этнополитическая обстановка в регионе. Концепция разделена на 5 пунктов. Среди прочих и этнополитическая ситуация в Чеченской республике. Как сказано в программе, центробежные сепаратистские процессы, провоцированные в стране этими реалиями, получили наиболее опасное развитие в Чеченской республике. Опасным дестабилизирующим фактором являются исходящие от различных деструктивных сил необоснованные посягательства на территорию и целостность Чеченской республики. Серьезная проблема связана и с массовой безработицей, особенно в молодежной среде. Отсюда опасность ее негативного влияния на общественно-политическую, в том числе этнополитическую ситуацию в республике. Именно поэтому состояние этнополитической ситуации, необходимость обеспечения ее стабильности и совершенствования относится к ключевым факторам, определяющим принципы, цели и задачи национальной политики Чеченской республики. Документ также включает в себя программу возвращения вынужденных переселенцев в Чечню, предложение по реализации закона о репрессированных народах Чеченской республики. Нельзя не отметить, что именно концепция государственной национальной политики Чеченской республики стала первым указом Рамзана Кадырова после официального его выступления на пост президента Чеченской республики. Однако этот шаг не первый, который был сделан Кадыровым для укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений внутри республики. По его поручению весной 2006 года в центре столицы была восстановлена церковь Михаила Архангеля. Грозненский храм был практически полностью разрушен во время Первой и Второй Чеченской войны. Средства на его восстановление выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, однако для полного завершения отделки храма в соответствии с канонами церкви потребовались дополнительные средства. Рамзан Кадыров после открытия в прошлом году в центре Грозного самой крупной в Европе мечети сердца Чечни распорядился помочь храму, который находился на том же проспекте, что и мечеть. Соседство мечети и церкви как нельзя лучше влилось в архитектуру города и
сегодня оно олицетворяет возрождение этнополитической ситуации в республике. Ежегодно в республике приводится надлежащий вид территории христианских и иудейских кладбищ, а на празднование Святой Пасхи Чечня принимает всех желающих из числа русскоязычного населения, проживающих в других регионах. Руководство республики уделяет самое пристальное внимание вопросам возрождения полиэтничности, многоконфессиональности, укрепления национального, политического и культурного развития многонационального народа Чеченской Республики. Мы многонациональный народ. То есть предполагается, что наша страна многонациональная. И, естественно, она и многоконфессиональная. Мы не сможем решить национальные вопросы, национальные проблемы, не решив религиозные, конфессиональные проблемы. Хоть и неизвестно на сегодняшний день доподлинное количество русскоязычного населения, известно, что в республике проживают представители более 30 национальностей, которые зарегистрированы в около 400 общественных объединениях, в том числе в 30 религиозных организациях и 2 конфессиях. Наиболее многочисленными являются национально-культурные движения, общества и объединения, такие как Наурский отдел Перского казачьего общества, местные национально-культурные автономии, ногайский народ, турецкая и казачья община. Республика Тундерцы город нашей культуры и культурного держаться еще как наследство Тундера, чтобы они показывали себя через культуру, когда им давали на сцену, чтобы никак иначе, но давая всем сцену, когда мало их показывают по телевизору. В местах компактного проживания общин на базе сельских домов культурных созданы национальные культурные центры – русский, казачий, ногайский, кумыкский, соответственно чеченский, которые имеют творческие художественные коллективы, местные промыслы и библиотеки. К настоящему моменту в 8 населенных пунктах только Шелковского района, где компактно проживают представители различных этнических групп, за короткие сроки по просьбам жителей были построены и реконструированы школы со спортзалами, детские сады, начальные школы, капитально отремонтированы дома культуры. По просьбам верующих в районах построены церкви и мечети. Кроме того, благоустроены внутри поселковые дороги, проведена газификация, подведены водопроводные линии. Необходимо отметить, что большинство этих строек реализовывалось в результате личных встреч представителей национальных обществ с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а также его многочисленных поездок в данные населенные пункты. Также по поручению руководства республики национальные культурные центры, в первую очередь после их реконструкции, было оказано содействие в приобретении национальной одежды, музыкальных инструментов и транспорта. На протяжении последних нескольких лет в республике проводятся различного рода культурные мероприятия, фестивали, которые организовываются различными культурными национальными центрами как республики, так и из других субъектов Российской Федерации. Руководством Чеченской Республики сегодня придается ключевое значение установлению межнационального и межконфессионального согласия, равно как и тому, чтобы все народы, населяющие чеченскую землю, чувствовали бы себя здесь комфортно. Доверие и открытость, уважение и готовность понять друг друга должны стать нормой отношений между всеми народами. Фундаментом для этого является богатейшая история и культура народов Чеченской Республики, уходящая корнями вглубь веков. Недаром народная мудрость гласит: дерево может жить без ветвей и листвы, но потеряв корни, оно умирает. Мы не должны забывать, что мы должны жить в мире и дружбе. Потому что нас объединяет это любовь к родине. И что не говорили, как не говорили, у нас в республике главенствует закон, и будем делать все во имя народа. Я глубоко верующий мусульманин, и мы делаем все для того, чтобы нас не разделяли.